Дагестанцы с энтузиазмом воспользовались возможностью улучшить свое материальное положение, заняв земли, которые прежде принадлежали чеченцам. Каким же было отношение народов Дагестана и руководства республики к факту депортации соседствовавших с ними народов, а также к возможности занять их земли, то есть поселиться в их дома, пользоваться их имуществом, найденным на месте или купленным за бесценок, и тому подобное. В отчете об освоении земель бывшей Чечено-Ингушской АССР, вошедших в состав Дагестанской АССР, отмечалось, что это решение было воспринято народами Дагестана как мероприятие, имеющее большое историческое значение. На заседании Пленума обкома ВКПБ 16-17 марта 1944 года обсуждались мероприятия по заселению земель, ранее занятых чеченцами, присоединение новых районов, откуда было депортировано население, было воспринято с оптимизмом. Так отмечалось в отчете. Возможно, это было результатом подобострастия областного комитета партии по отношению к ЦК ВКПБ. Однако далее в том же источнике читаем: желающих переселиться в новые районы оказалось в несколько раз больше, чем могут вместить заселяемые районы. Обратимся к письму председателя Совнаркома Дагестанской АССР А. Даниялова и секретаря обкома А. Алиева Наиме Лаврентий Павлович Берия. В нем отмечалось, что во включенные в Дагестанскую АССР районы бывшей Чечено-Ингушской АССР и в бывший Чеченский Ауховский район Дагестанской АССР в 1944 году из горных районов Республики и Грузинской ССР переселено 16 740 хозяйств, это 61 тысяча человек, вместо 6800 хозяйств, предусмотренных постановлением Совнаркома СССР от 9 марта 1944 года, а также распоряжением от 11 марта того же года. Далее в письме сообщалось, что народы Дагестана высоко оценили решение партии и правительства о присоединении к Дагестану части районов бывшей Чечено-Ингушской ССР, разрешившие вопрос о выводе части горцев из земельной тесноты и нужды. Дагестанцы с энтузиазмом воспользовались возможностью улучшить свое материальное положение, заняв земли, которые прежде принадлежали чеченцам. Они стали переселяться быстро и массово, почти сразу покрыв недостаток населения в присоединенных к Дагестану районах. Особенно активны при переселении оказались жители горной части этой АССР. Напомним, что всего за 1944 год было переселено 16 740 хозяйств, это 61 тысяча человек, что составило 17% общей численности горной зоны Дагестана. При таком размахе и темпах заселения бывших чеченских районов, трудно заметить признаки какой-либо солидарности дагестанцев с выселенными соседями, моральной поддержки их, несогласия с решением партийно-государственных органов власти. Контроль государства над обществом достиг такой степени, что выселение народов казалось бесповоротным фактом. А если все равно так случилось, так почему бы не воспользоваться возможностью улучшить свой быт и материальное положение? Надо полагать, что примерно так рассуждали те жители Дагестана, которые покидали свои родовые селения, чтобы обосноваться в новых местах, где только месяц назад завершилась, как казалось, многовековая история чеченцев на Северном Кавказе. Присоединение новых районов и необходимость их освоения вызвали сходную реакцию и в Северо-Осетинской ССР. В состав этой автономной республики полностью передавались такие бывшие районы Чечено-Ингушской ССР, как Ачулукский, Назрановский и Пседахский. Частично были включены пригородный район и западная часть Суньчжэнского района, а также чеченский город Малгобек. Таким образом, были принудительно решены давние территориальные споры, имевшие место между осетинами и ингушами с незапамятных времен, и особенно обострившиеся после распада Горской ССР и возникновения проблемы административной принадлежности города Владикавказа. Северная Осетия получила существенное приращение территории республики,
причем не только за счет районов упраздненной Чечено-Ингушской АССР, но даже частично за счет территории Ставропольского края. Трудно сказать, можно ли назвать это вознаграждением советского государства Северной Осетии за ее лояльность и сравнительно высокий уровень социокультурной интегрированности в советское общество. Одно можно сказать наверняка: осетины в известной мере утолили свой земельный голод, на который они часто сетовали еще в 1920-1930-е годы. В ту часть Ингушетии, которая отошла к Северо-Осетинской АССР, были переселены по разным оценкам от 25 до 35 тысяч осетин из Грузии и Южной Осетии. Жилье передавали во временную собственность переселенцам, которая становилась постоянной после того, как они отработают в местном колхозе более 5 лет. В справке начальника Главного управления милиции МВД СССР Барсукова от 26 июня 1956 года находим, что в отошедших к Северной Осетии районах бывшей ЧАСР проживало до депортации 77 578 человек. Начиная с 1944 года, переселенцы построили взамен старых домов 2200 новых, а также возвели новые школы и лечебные заведения. Посевная площадь увеличилась с 50 902 га до 65 302 га. Как видно из этих цифр, осетины тоже не отказались от отведенных им земель соседей. С ингушами у них были давние споры и взаимные территориальные претензии, которые теперь разрешились, как казалось, окончательно в их пользу. В. Г. Шнайдер. Советская национальная политика и народы Северного Кавказа. В 1940-е и 1950-е годы. Монография Армавир. 2009 год.